Рада приветствовать вас сегодня. К сожалению, вчера наш вебинар не состоялся. Надеюсь, сегодня все пройдет наилучшим образом. Приветствую вас. Я Валиуллина Карина Эдуардовна, консультант Республиканского консультационного центра Коми Республиканского института развития образования. Сегодняшний вебинар у нас будет только в голосовом вещании, так как подключить видеосвязь, к сожалению, возможности на данный момент нет. Надеюсь, материал, предоставленный сегодня, будет для вас интересен и полезен. Сегодня в ходе вебинара мы рассмотрим такую тему, как внутренние зажимы, страхи и тренинги, помогающие с ними справиться. Тема нашего вебинара – тренинги актерского мастерства как средство снятия внутренних зажимов. Итак, перейдем непосредственно к теме и разберемся от А до Я. В чем же заключается проблема, которую сегодня мы будем брать за основу исследования, разбора? Я беру за основу все же воспитанников театральных студий, но данный материал и опыт может использоваться в работе с детьми любого возраста и со взрослыми вне зависимости от рода их деятельности. Творческий потенциал личности проявляется прежде всего в таких особенностях психической организации человека, как внутренняя подвижность, сензитивность, то есть чуткость восприятия мира, высокий уровень энергетики. Перечисленные качества существенны в любом виде деятельности человека. Важны они и в обучении ребенка в школе. Очень часто в работе театральных деятелей появляются проблемы страхов, которые мешают полноценно раскрыть те или иные качества. Среди актеров и театралов состояние страха перед выступлением или неуверенности в процессе выступления определяются общим таким, грубо говоря, театральным термином «зажим». Каждый человек имеет свои собственные зажимы. Эти зажимы он не видит, не управляет ими, но со стороны очень хорошо их заметно, особенно в беседах, выступлениях и общем поведении. Чем же это может быть важно для взрослого? С одной стороны, человек 21 века должен совмещать в себе сразу несколько навыков для успешного продвижения по карьерной лестнице. Ему необходимо хорошо владеть не только теоретической базой, но и уметь презентовать себя. Рано или поздно все сталкиваются с необходимостью публичного выступления, но не каждому оно дается легко. Всегда есть опасение, что что-то может пойти не так, и речь сорвется. А виной этому являются всевозможные внутренние зажимы, так и норовящие выбить спикера из колеи. Кто, как не актер, может рассказать о том, как важно уметь перебороть себя и выйти из зоны комфорта. Освобождение от мышечных, то есть телесных зажимов, согласно теоретическим положениям телесно-ориентированной психотерапии, являются одним из косвенных путей к освобождению от психологических, то есть внутренних зажимов. Мышечная свобода и внимание находятся в постоянной зависимости друг от друга. Если вы по-настоящему сосредоточены на каком-то объекте и одновременно отвлечены от других, то в теории вы свободны. Но если посмотреть с другой стороны, то отсутствие мышечной свободы не дает возможности полностью сосредоточить свое внимание на нужном объекте. И из этого следует, что мышечная свобода и внимание тесно переплетаются. В связи с этим можно объединить упражнения на раскрепощение мышц и внимания в одну группу. В театральной деятельности упражнения для раскрепощения и снятия зажимов проводятся до тех пор, пока не придет умение по требованию моментально освобождать или напрягать любую группу мышц. Итак, боязнь публичного выступления появляется из-за телесных и психологических зажимов. Мышечные зажимы возникают в силу физиологии человека, это неправильная осанка, координация. Их легче обнаружить, ведь они видны невооруженным взглядом. Зажим – это мышечное или умственное напряжение, мешающее органической, достоверной жизни на сцене, возможности думать и действовать на сцене свободно.
Существует ряд упражнений, направленных на снятие таких зажимов. Блокировка действий, исходящих изнутри и формирующая вокруг нас мыслительный панцирь стереотипов и табу, называется психологическими зажимами. И зачастую люди очень долго ищут проблему, потому что на это уходит достаточно много времени. Мы же принимаем на себя большой объем информации, которая откладывается в подсознание, создавая некий панцирь вокруг нас. У людей же, тесно связанных с публичными выступлениями, на этот счет немного другая установка, и воспринимают они это совершенно иначе. Актерский тренинг же– это группа упражнений, направленных на формирование умений и навыков одного или нескольких элементов актерского мастерства. Актерский тренинг предполагает совершенствование психологического аппарата, позволяет вызвать в себе творческое самочувствие, а также подготовка телесного и физического аппарата к воплощению в роли и точной передаче внутренней психической жизни, то есть речь и пластика. В разных возрастных группах методика проведения актерского тренинга будет разной. Основные принципы тренинга– это освоение активного стиля общения, то есть совершенствование умений эффективного общения, формирование стиля доверительного общения, отработка навыков понимания окружающих людей. Ведь общение с людьми и друг с другом– это чрезвычайно сложный и тонкий процесс. Неэффективность в общении может быть связана с полным или частичным отсутствием того или иного коммуникативного умения. Например, умение ориентироваться и вести себя в конкретной ситуации. Также она может быть вызвана недостаточным самоконтролем, например, из-за неумения справиться с перевозбуждением, импульсивностью или агрессией. Каждый из нас учится ему в ходе своей жизни, приобретая опыт, который часто строится на ошибках и разочарованиях. Игра же выступает моделью жизненной ситуации, в частности общения, в процессе которой человек приобретает определенный опыт. Кроме того, совершая ошибки в искусственной ситуации общения, человек не чувствует той ответственности, которая в реальной жизни неизбежна. Это дает огромную возможность больше пробовать, проявлять творчество, искать более эффективные формы взаимодействия друг с другом и не бояться ошибиться. То есть это как определенный мир, в который ты вступаешь для того, чтобы научиться чему-то, что пригодится тебе в твоей же личной жизни. Позитивным моментом игровых упражнений является возможность получить оценку своего поведения со стороны, то есть сравнить себя с окружающими и скорректировать свое общение в следующих ситуациях. Следует помнить, что намного легче заменить ошибки, неточности в общении своих близких, сотрудников, руководителей, чем свои собственные. Предлагаемый тренинг способствует овладеванию приемами эффективного общения через игровые компоненты и технику активного слушания. Существуют правила проведения тренинга, которые базируются на основных принципах. Эти принципы вы можете видеть на слайде. Первый принцип– это принцип активности, то есть готовность включения в совершаемые действия в любой момент. Второй принцип– принцип исследовательской связи, то есть творческая позиция. В ходе тренинга познаются и осознаются новые идеи и закономерности. Принцип обратной связи. Обратная связь не должна быть в агрессивной форме, и обратная связь дается по анализу действия роли, чаще всего именно в театральной деятельности. Принцип «не навреди» – это, возможно, конструктивная критика и критическая позиция. Принцип безопасности подразумевает безопасную среду, и принцип партнерского общения создает атмосферу безопасности, доверия, открытия и позволяет участнику экспериментировать и не стесняться своих ошибок. Как уже говорилось ранее, для каждой возрастной категории тренинги подбираются разные. Так, для ребенка 4-8 лет игра является ведущей деятельностью, и, соответственно, вытекая из этого, тренинги в форме игры будут для него естественной формой существования.
Тренинг строится по законам игры для себя. То есть он помогает раскрыть возможности ребенка, но при этом не потерять самое себя, то есть себя полноценного в процессе взросления. Сохранить невинность и искренность. Содержанием психофизического тренинга будут элементы системы внимания, воображения, общения и мышечная свобода. Поскольку элементы системы тесно связаны, они не существуют отдельно друг от друга. Каждое упражнение, даже самое простое и самое легкое, предполагает наличие всех элементов как единого целого с упором на одно из направлений. Совершенно неправильно, создавая детский театральный коллектив, игнорировать законы детской игры и учить детей играть по-взрослому. Это сразу омертвит затею и просто перекроет все возможности для творческой самореализации детей. То есть в работе с детьми надо всегда понимать, что это дети, и им необходимо быть детьми. И, конечно же, необходимо учитывать особенности детской природы. То, что дети физически активные взрослые, они гибче душевно и физически. Неотъемлемой частью природы является искренность, азарт. Дети не обременены житейскими заботами, которые мешают взрослым целиком отдаваться творчеству и развитию. Поэтому дети намного лучше и органичнее в творчестве, чем взрослые. Чем младше возраст учащихся, тем больше приближается занятие в детской игре. На занятиях необходимо помнить, что нельзя увлекаться игрой. Нельзя всецело отдавать детей порыву вот этой вот затеи, в которую они вовлечены. Надо знать золотую середину между игрой, обучением и воспитанием. Упражнения, которые предлагает методика работы с детьми, должны быть доступны, простые и наглядны, и в то же время иметь далекую перспективу. То есть тренинги необходимо выстраивать согласно нескольким правилам. Первое – это игровое самочувствие. Второе – от простого к сложному, это один из основополагающих принципов. И третье – от элементарного фантазирования к созданию образа. При проведении тренинга педагогу необходимо быть творцом. Лучше при объяснении какого-то элемента сначала ввести детей в действие, поставить перед ними проблему, решить ее, и таким образом они намного лучше почувствуют механизм работы человеческого психофизического аппарата, и только после того, как уже это все прожито, пережито и сыграно, только после этого объяснять, почему происходит именно так. Ведь именно через игру, вот вовлечение в само действие, дети приходят к осознанию той или иной истины, которую вы закладываете в тренинге. Преподавая актерское мастерство, нужно творчески подходить к подбору упражнений, добавляя, изменяя их для детей, например, подросткового возраста. При проведении тренинга необходимо соблюдать свободу творчества. Нельзя их сковывать, и надо больше давать им возможности придумывать самостоятельно, но при этом удерживать их в определенных рамках точного выполнения условий. К сожалению, современный человек отнюдь не свободен. Уже к 17 годам он представляет собой целый комплекс мышечных зажимов, которые являются лишь проекцией зажимов внутренних, психологических и интеллектуальных. Это итог необходимости, к сожалению, соответствия этому миру и социальному устройству в частности. Выполнение условий упражнений обеспечивает развитие умений и навыков при работе над элементами актерского мастерства, а свобода творчества – возврату ребенка к естественному и подлинному себя самому, тому, каким он является без своих же зажимов. Для взрослого же человека тренинг направлен на развитие умений и навыков при работе над элементами актерского мастерства. То есть упражнения тренинга также можно сочетать с игрой, в которой все время меняются и постоянно усложняются предлагаемые обстоятельства. Тренинг может стать более эффективным инструментом в руках педагога,
если приобретает целенаправленность и строится с учетом индивидуальных условий, в которых он применяется. Исходя из этого можно классифицировать тренинги. Первый – это тренинг школы, то есть освоение основных артистических техник. Это вид тренинга, он проводится длительное время и составляет такой как целый цикл тренингов на протяжении нескольких занятий подряд. Тренинг-диагноз, его функция, конечно же, диагностическая. С помощью специально подобранных упражнений педагог сможет составить представление о личном и профессиональном потенциале обучающихся. Следовательно, более дифференцированно построить учебную и творческую работу. Игровая форма тренинга поможет скрыть исследовательскую позицию педагога, поэтому перемешивать весьма себе приветствуется. Следующий у нас идет тренинг «Разминка». Он настраивает на работу, разогревает психофизический аппарат и готовит его к творчеству. Комплекс упражнений рассчитывается обычно на 15-20 минут, не дольше, для того, чтобы избежать переутомления. Тренинг тематический. Один из наиболее сложных, продуктивных тренингов. Цель этого тренинга – владевание природой чувств, определенного спектакля, выбранного, например, за основу для работы. И режиссер выбирает и придумывает упражнения на тему выбранного спектакля уже, но подкладывает к уже знакомым упражнениям предлагаемые обстоятельства пьесы или роли. И тренинг-эксперимент. Он требует определенной предварительной подготовки и художественной программы, направленной на развитие специальных способностей актера. То есть это уже определенно направленный для того, чтобы развить какую-либо определенную группу. Психика человека – это хрупкий и уникальный механизм, случайная поломка которого чревата большими проблемами. Разграничивайте понятия раскрепощенность и пошлая бестактность. Раскрепощение себя должно проходить маленькими шагами, и в раскрепощении лучше пользоваться классическими методами. Мышечную свободу актера Станиславский считал важнейшим условием создания творческого самочувствия. Поэтому освобождение мышц он включал в раздел внутренней техники актера, подчеркивая тем самым особую роль этого элемента не только для телесного, но и для духовной стороны творчества. Настоящее место этого раздела там, где говорится о внешней технике, то есть о работе над телом, но факты настойчиво говорят, что правильно обратиться к этому вопросу теперь же в начале программы, когда речь идет о внутренней технике. Поэтому упражнения, направленные на борьбу с непроизвольными мышечными напряжениями, возникают на первых же занятиях по технике актера. С них начинается каждый урок, и впоследствии каждая репетиция, пока привычка контролировать и снимать мышечные зажимы не будет доведена до автоматизма. Очень важно, чтобы педагог умел подмечать мельчайшие мышечные зажимы, которые будут возникать по ходу любого упражнения, и точно указать, у кого напряжение в мимике, у кого в походке, у кого зажаты пальцы рук, ног, кому необходимо расслабить глаза, взгляд, приподнять плечи или избавиться от напряженного дыхания. Наряду с устранением индивидуальных недостатков проводятся и общие упражнения для освобождения от непроизвольных мышечных напряжений. Итак, как же у нас начинаются тренинги по снятию зажимов? На самом деле техника не столь трудна, и первоначальный самый главный принцип – это, чтобы устранить мышечные зажимы, необходимо сперва довести напряжение во всем теле до максимально возможного предела, после чего сразу ослабить мышцы и, наконец, вернуться к нормальному физическому состоянию. Обычно ученикам предлагается для этого выполнить такой тренинг, то есть встать, вытянуть руки вверх, сжать кулаки, набрать дыхание, поднимаясь на носки, напрячь все тело так, словно удерживается тяжелейший груз, который необходимо забросить на полку или зацепить за воображаемый крюк.
После этого с выдохом, полностью ослабив мышцы, чтобы не упасть, опуститься на стул, откинувшись на спинку. Следующим этапом идет набираете дыхание, восстанавливается необходимая мера мышечных напряжений, чтобы не свалиться со стула. Сидеть свободно, но в подобранной и аккуратной позе для того, чтобы в любой момент по сигналу вскочить со стула и снова принять воображаемый груз на свои плечи. И повторять так цикл движений до момента, пока дети не начнут ощущать вот эту разницу между напряжением и расслаблением. Ритм упражнения должен быть строго согласован с ритмом дыхания, чтобы больше раскрыть результат своей же работы. И, конечно, полное освобождение мышц – это крайность, которая может быть допущена лишь в упражнении. Но во время выступления актера на сцене или же выступления спикера никогда не должно доводиться высвобождение и расслабление тела до полного мышечного освобождения, то есть до состояния расслабленности. То есть мы убираем излишки напряжения, но при этом сохраняя его настрой для того, чтобы просто не уснуть. Предупреждая об этом, Станиславский предлагал каждому изучить свойственную ему в жизни сцену нормы физического напряжения, то состояние, когда он ничем не взволнован, но в то же время не собирается уснуть на глазах у публики. Подобно тому, как в природе существует нулевое состояние, это между положительной и отрицательной температурой, так и у человека можно обнаружить промежуточную нулевую точку в любом из его состояний. И, конечно же, между напряжением и расслаблением эта нулевая точка также имеется. Чтобы найти такое нулевое состояние, полезно проделать следующее упражнение. Стоя или сидя, проверить сверху вниз от головы до пят напряжение мышц и добиться максимального спокойного и нейтрального состояния всего тела. То есть прочувствовать, как двигается каждая мышца, насколько сильно она зажата, и головой постараться максимально равномерно расслабить свое тело. Прежде всего проверяется мимика. То есть, беря в пример поведение актеров на сцене, можно пронаблюдать такие явления, как непроизвольно сдвигающиеся или поднимающиеся брови, щурящиеся глаза, растягивающиеся углы губ, которые образуют собачью улыбку. И все это необходимо устранить с помощью подсказки со стороны, либо в работе с зеркалом, которое, кстати, очень часто является атрибутом для выполнения разнообразных тренингов, мне кажется, у очень многих специалистов. Очень часто от нервозности напрягается также шея, приподнимаются плечи. Надо освободить их. А затем свободно опустите или сложите руки, которые от напряжения имеют свойство укорачиваться. Потом мысленно проверить спинной хребет, то есть убрать излишнюю вялость, приводящую к сутулости, излишнюю жесткость, как говорят, человек аршин проглотил. Нередко напряжение возникает и в ногах, коленях и ступнях. Оно ужасно уродует походку, делает ее резкой и деревянной. Или наоборот, опора на пальцы ног придает походке плавность, такую вялость, легкость. Такие проявления и могут просветиться не только на сцене театра, но и в жизни. Просто наблюдая за людьми вокруг, можно подметить множество разнообразных зажимов, которые впоследствии или уже являются выражением зажимов психологических. Для развития каждой части тела и снятия излишнего напряжения выбраны специальные упражнения. Важно, чтобы сам обучающийся научился находить это напряжение и преодолевать его. Умеет ли он, например, произвольно освободить мышцы ног? Для проверки надо предложить ему лечь на спину и расслабить мышцы ног. Затем приподнять ногу, перехватив ее чуть выше колена. Если нога действительно расслаблена и мышцы находятся в спокойствии,
то нога согнется, а ступня будет скользить по полу. В противном же случае нетрудно убедиться, что нога так и осталась напряженной. Если же свободно висящая нога все равно сохраняет определенную жесткость, например, ступня остается под прямым углом, то необходимо уже убирать зажим с определенного места на ноге. То есть делать разнообразные расслабляющие движения, круговые, вплоть до шевеления пальцев на ногах. Чтобы устранить непроизвольное напряжение на руках, лучше всего начать работу с их непроизвольного напряжения и освобождения. Для этого нужно напрячь, а затем ослабить мышцы руки, чтобы она стала совершенно мягкой, тяжелой и свисала точно плеть. Для проверки педагог, либо кто-либо из товарищей медленно поднимают и опускают руку ученика, взяв ее за кончики пальцев. При этом важно, чтобы рука полностью подчинялась движениям, которые ей передаются, не оказывая партнеру никакой помощи и никакой помехи. Если поднять и внезапно опустить руку, она должна свободно упасть, слегка согнувшись в локте. То же самое проделывается с другой, а потом с обеими руками. Но самое главное по работе с зажимами, умение напрягать и расслаблять, это, конечно же, научиться освобождать определенную группу мышц, то есть сохранять напряжение в одной, при этом расслабляя другую. Например, освободить мышцы правой руки и левой ноги, но при этом напрягать левую руку и правую ногу. Мышечная скованность – это, конечно же, самый важный враг пластичности на сцене, вне зависимости от того, кто на сцене находится, будь то актер, спикер, чтец, либо просто человек, выходящий для того, чтобы отбить номер. Любой человек, который находится на публике, не должен быть скован мышечно. Можно поднять и протянуть руки, как шлагбаум, говорил Станиславский, а можно развернуть ее, как лебедь, разворачивая свою шею. Добиваясь свободы и пластичности жестов, надо сперва медленно, а потом быстро научиться разворачивать и сворачивать движения, как бы пропуская мышечную энергию по руке постепенно, от плеча к кончикам пальцев и обратно. Тогда жесты, обозначающие, например, смотри туда, вон сюда или подойди сюда, станут действенными и выразительными. Они не будут выглядеть деревянными. Часто с подобными зажимами сталкиваются чтецы, которые пытаются рассказать то или иное произведение, абсолютно не используя пластику своего тела, отчего рассказ, вне зависимости от силы голоса, точности интонации, становится абсолютно пустым, безжизненным и не воспринимается слушателем. Всякое техническое упражнение, оно должно быть по возможности оправдано действием. Так, делая широкие движения всей рукой вперед и назад, вверх и вниз, можно либо протягивать, либо отталкивать что-то от себя. Производя вращательные движения, делать как будто бы круг на воображаемой стене. То есть для развития и раскрепощения кистей рук создано множество разнообразных упражнений, и каждое из которых может быть оправдано. То есть широкий бросок кисти сверху вниз – это жест приветствия, а сверху вниз – стряхивание налипшего на пальцы теста. И каждое движение, оно должно быть эмоционально и мысленно оправдано для того, чтобы спикеру было проще головой, как бы это правильно сформулировать, проще головой осознавать, что он делает и зачем он исполняет именно это движение, чтобы оно было не механическим, а именно органическим. Здесь же у нас приведены упражнения, которые проделываются на занятиях по актерскому мастерству. Но это не освобождает от них преподавателей сценического движения, сценической речи, которые совершенно обоснованно включают борьбу с непроизвольными мышечными напряжениями в программу своей работы. И вообще считают, что любая
творческая дисциплина должна бороться с этими зажимами, потому что дети, которые выходят на сцену, должны быть абсолютно спокойны и абсолютно не испытывать дискомфорта на сцене. Станиславский настойчиво требовал, чтобы процесс самопроверки и снятия излишнего напряжения был доведен до степени автоматизма. Для этого путем систематических упражнений необходимо воспитать в себе внутреннего наблюдателя, или, как мы его называем, мышечного контроллера. Конечно, при выработке механической привычки вначале приходится думать о контроле и направлять его, а это отвлекает от творчества, но впоследствии освобождение мышц или, по крайней мере, стремление к нему, оно становится нормальным явлением и приходит привычкой. Мышечный контроллер необходимо внедрить в свою физическую природу и сделать его своей второй натурой. И только в таком случае мышечный контроллер будет помогать не только в моменты творчества, но и в творчестве тоже. Если же мы будем работать над освобождением мышц только в отведенные для этого часы и минуты, то мы никогда не добьемся необходимого нам результата. Потому что такие ограниченные временные упражнения, они не выработают привычку, не приведут ее до пределов бессознательности и просто, грубо говоря, механической приученности. Начинающему актеру должны помогать в этой работе все педагоги, как основных, так и вспомогательных дисциплин. И думаю, что любым воспитанникам любых творческих направлений необходимо развивать этот мышечный контроль для того, чтобы органично и спокойно себя ощущать телом и головой. Есть определенный такой список советов по борьбе с зажимами, который был разработан моими коллегами для того, чтобы помогать на курсах уже достаточно взрослым людям побороть какие-то свои внутренние зажимы, страхи, потому что очень многим сложно элементарно произнести тост на застолье, либо поприветствовать кого-то из малознакомых людей в общественном месте, либо просто выступить даже по необходимости с какими-либо докладами. И сейчас мы перейдем немного к общей практике, которая поможет любому человеку, столкнувшемуся с проблемами зажимов. При определении спектра упражнений следует, конечно, уделять большое внимание своим внутренним ощущениям и индивидуальным особенностям. Но все равно такой набор универсальных методик, он существует. И первоначально это необходимо для себя перед выступлением определить цель. То есть, зачем вы вышли на сцену? Наверное, вам хочется что-то донести до аудитории, выступление с докладом, проведение тренингов по открытию своего бизнеса, танцевальный номер на концерте, это не важно. Во всем этом есть свой посыл и смысл. И вот когда определяется мысленно для себя, зачем вы все же это делаете, и вы увидите, что выйти к публике становится гораздо проще, потому что у вас есть цель, и, грубо говоря, я вижу цель и иду к ней. Второе – это визуализация. Визуализируйте, профантазируйте немного, представьте свое будущее выступление во всех мельчайших деталях от того, как это будет ваш выход на сцену, как на вас будут смотреть заинтересованные лица зрителей, и уже непосредственно до произнесения финальной речи, когда уже все позади, и вы с этим справились. Публичные люди, они должны быть как инь-янь, одновременно открытыми, податливыми, но в то же время с внутренним стержнем и твердой собственной позицией. Третье – это расслабление мышц тела, как раз-таки тема тех же зажимов, которые мы с вами уже обсудили. Перед выступлением сделайте небольшую гимнастику для всего тела. То есть можно для этого использовать легкие тренинги, которые помогут вам расслабить мышцы. Например, есть такой тренинг
Постарайтесь максимально сильно напрячь все мышцы от головы до пяток и постоять в такой позе 10 секунд. Вот прям отсчитывая в голове от и до, раз, два, и прям чувствовать это напряжение везде. А потом, начиная с верхней части, постепенно снимать напряжение. То есть сначала с головы, с шеи, с плеч, с предплечий, кистей, потом уходить по туловищу вниз, и так проделать буквально пару раз, и напряжение всего тела, оно станет намного значительно меньше. Четвертое, это, конечно же, стабилизируйте работу организма. Не стоит забывать о таком базовом упражнении, как вдох-выдох. Очень часто не только дети, но и взрослые сталкиваются с тем, что перед выходом на сцену у них начинает бешено колотиться сердце, им очень тяжело, и они не могут справиться вот с этим волнением, и оно, ну, грубо говоря, организм противится тому, чтобы выйти туда. Это зависит не только от психологической установки, но и, конечно же, от того, что физически тебе становится тяжело, и ты просто не можешь это сделать. Очень часто с этим сталкиваются, поэтому никогда не забывайте о упражнении вдох-выдох. Это самое базовое, самое простое, что может успокоить вас. То есть вначале вы делаете глубокий вдох носом, а потом медленно выдыхаете через рот, распределяя этот воздух на 8-10 секунд. И повторяйте это упражнение буквально в течение 2-5 минут, и организм приходит в норму, вам намного проще становится справиться с этим стрессом. Концентрироваться также помогает отстукивание ритма ногой, то есть хлопки и прыжки на правой ноге. И как ни странно, но прыжки на правой ноге – это очень хороший стимулятор работы левого полушария мозга, которая отвечает за логику, речь и память. Поэтому это очень полезно. Главное со сцены это делать достаточно тихо и никого не отвлекать. Пятое, одно из самых важных, как и в комплексе, так и отдельно, это сделать артикуляционную гимнастику. Очень важно проговорить все слова и окончания ясно и не бурчать себе под нос. Для этого нужно уделять время тренировке речевого аппарата. То есть, к примеру, древнегреческий оратор практиковал свою речь на берегу моря. Он брал в рот камушки и старался с ними произнести речь так, чтобы перекричать шум прибоя. Современная альтернатива такой методики является упражнение с вильной пробкой, либо с любым достаточно жестким предметом, который раздвинет ваши зубы, но при этом не принесет большого дискомфорта. То есть вы берете в рот, вставляете эту вильную коробку и вот так проговариваете весь текст от начала до конца. Или же пробуйте пропеть с закрытым ртом все слова своей речи так, чтобы слова были понятны. Это более сложное упражнение, но оно также помогает настроить свою дикцию на необходимый лад. После выполнения этого упражнения можно перейти к работе с губами и нижней частью лица. Делайте активные круговые движения челюстями 10 раз в одну и столько же в другую сторону. Вытяните губы трубочкой, двигайте ими вверх и вниз, влево-вправо. После 8 крестов поменяйте направление. Покусывайте зубами переднюю, верхнюю и нижнюю губу. И меняйте ритм, ускоряйте его, замедляйте. Старайтесь как-то растянуть все. В общем, грубо говоря, как вы у нас в детстве это называли, расчесываем свои губы, делаем то же самое, но в разных темпоритмических рисунках. И шестое, наверное, самое уже такое основное перед выходом на сцену, это необходимо собраться и контролировать всю ситуацию. Чингисхан говорил: боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей. Это очень полезная цитата, пусть она станет вашим девизом на время именно публичного выступления.
Если вы вышли на сцену, то обратного пути уже нет. То есть надо делать все для того, чтобы все прошло хорошо, гладко и органично, все, что от вас зависит. Импровизируйте, если не получается вспомнить заученный текст. И ни в коем случае не молчите, иначе публика быстро потеряет к вам интерес. Перечисленные упражнения и методики, они могут быть полезны любому человеку, как и зажим, но, к сожалению, есть у нас у всех. Все волнуются перед важными выступлениями в той или иной степени, и это никогда не может обойти человека, даже в творческой профессии, который выходит на сцену постоянно. Каждый раз перед выходом на сцену ты испытываешь этот трепет, это волнение, предвкушение, и в любом случае отчасти, но волнуешься. А, Перечисленные упражнения, они будут полезны для любого человека, и для обретения гармонии и единства со своим телом придется в любом случае потрудиться. Мгновенного эффекта от любого упражнения получить просто невозможно. Все необходимо делать в комплексе и на постоянной основе, хотя бы уделять этому 1-2 дня в неделю, там, буквально по часу, для того, чтобы справиться со своими же внутренними какими-то э, неправильностями, зажимами, скованностью. И все будет приходить только с практикой и зависеть исключительно от желания и настроя. Также снятие зажимов, конечно, положительно влияет и на коммуникативные навыки. И человек, чувствующий себя свободно в своем теле и мыслях, и общается, строит карьеру, учится чему-то новому намного быстрее и проще. Вот такой вот интересный материал был для вас подобран на сегодняшний день. Большое спасибо, что присутствовали на этом вебинаре. Приношу еще раз извинения за то, что вчера наш вебинар не состоялся. Есть ли у вас какие-то вопросы и была ли полезна для вас эта информация? Мгм. Вопросов я по теме не вижу. Еще раз большое спасибо. Напоминаю, что записаться на консультацию в Республиканский консультационный центр вы можете, заполнив форму в разделе «Записи на консультацию», перейдя по ссылке, указанной на слайде. Большое спасибо вам еще раз за внимание. Очень рада, что сегодня вы здесь присутствовали, и до свидания.